Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах. Альхамдулиллах. Вассалату вассаляму аля расулиллах. На прошлой неделе у нас тема хутбы была кибарус син, то есть уважение к пожилым людям. Альхамдулилля, это очень для меня лично сладкая тема. Я очень люблю говорить на эту тему, но она как хутба досталась Салимджан Хазрату, альхамдулилля. Но все-таки, пользуюсь вот этим временем до азана, хочу прочитать вам одну историю. Очень полезная история, которая произошла вот в самые, как ученые называют, асру саада, то есть самые счастливые века, самые баракатные века, то есть в исламе считается первые 3 века после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это век пророка, алейхиссаляту вассалям, и еще 2 века. То есть когда были на этой земле сначала сподвижники, потом табигины, потом пришли на эту землю величайшие ученые, даже те ученые, которых мы сегодня придерживаемся их школы. Это Абу Ханифа, рахимахуллах, имам Шафи'и, имам Малик, имам Ахмад аль-Ханбали. Пусть Аллах будет доволен всеми. Когда жили величайшие ученые, и они хранили вот эти ценности ислама. Они хранили ценности ислама, они доводили до людей, воспитывали в людях вот эти величайшие ценности. Умар ибн аль-Хаттаб был халифом, то есть получается после Абу Бакра, и он, будучи халифом, идет по улице Медины и видит, как пожилой старик сидит, просит подаяние. Хаир Сарашиб утра. Он подошел к нему, узнал его. Это был не мусульманин. То есть мы знаем, под правлением праведных халифов жили не только мусульмане. И во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы знаем, особенно в Медине, было много иудейских племен. Да, с ними было много проблем, много столкновений, но они были, и они остались. И Умар ибн аль-Хаттаб видит старого иудея, который сидит и просит подаяние. Он подошел к нему и задал вопрос: что довело тебя до такого положения? Почему ты сидишь и просишь подаяние? То есть он не просто, там можно было просто что-нибудь дать и поскорее от него убежать. Но это был халиф, который нес ответственность за каждого человека в его обществе, в его государстве, за каждого гражданина, скажем так, своей страны. И Умар ибн Хаттаб, он хотел найти ответ, почему этот пожилой дедушка сидит и просит подаяние. И он спросил: что тебя довело до этого положения? По какой причине ты здесь сидишь и просишь подаяние? Мы знаем, и мусульмане, и не мусульмане, они знали Умара. И даже до сегодняшних дней до нас доходит такая информация, что Умар, он такой жесткий, такой строгий. Да, характер у него был волевой. Если Абу Бакр был очень мягким, рядом Умар был таким жестким. Но и мусульмане, и не мусульмане знали, что он был справедливым. И просто так кого-то он обидеть не мог. И поэтому люди спокойно доводили до него свои жалобы,
они жаловались над наместниками халифа, потому что Умар ибн Хаттаб, это был как президент, а у него были наместники, губернаторы по разным областям, регионам, где-то в Сирии свой наместник, в Йемене свой наместник, в Мисре, в Египте и так далее, и так далее. И они спокойно приходили к Умару и жаловались главному на его наместников. И он наказывал наместников, если эти жалобы были на самом деле правдивыми. Хотя было и много и бухтанов, клеветы было, но он это всегда отправлял свою команду. Эта команда, там как назвать, счетная палата, аппарат президента, администрация президента, да? Они приезжали на место, они встречались с населением, они выявляли проблемы. И бывало часто, что до Умара доходили ложные обвинения. Бывало это тоже. И над величайшими сподвижниками жаловались, и на них жаловались. И Умар ибн Хаттаб, он просто так, конечно, никого не наказывал. Он изучал вопрос, до него доводили его подданные и так далее, и так далее. Вот поэтому всегда разбирались и искали истину. И вот он спросил у этого иудея, что тебя довело до такого положения. И он ему честно сказал, вы обложили меня джизьей, налогом. Джизья, многие знают, это специальный налог, который платили не мусульмане, живя в мусульманской стране. То есть они могли спокойно жить в мусульманской стране, но платили специальный налог, они не принимали ислам, они ходили в свои храмы, церкви, но они платили специальный налог. Но за это исламское государство брало на себя ответственность защищать его, даже от мусульман. То есть, если не мусульманина обижали мусульмане, халиф их наказывал. То есть, государство брало его безопасность, его защиту на себя. Поэтому он сказал, вы обложили меня джизьей, и я всю жизнь работал и платил эту джизью. Но сегодня я стар, работать я не могу. Все, у него уже саламатлик юг, здоровья нет, я работать не могу. Но джизью я должен платить. Поэтому это заставило меня выйти и просить подаяние. Когда Умар ибн Хаттаб услышал эти слова, его сердце смягчилось. На самом деле иудей довел до него очень полезную информацию. То есть люди, когда имеют здоровье, силы, возможности, они работали. И этот человек честно работал и платил свой налог. Но сейчас у него нет здоровья. Все, он уже пожилой старик. И так как в молодости он уже не может работать, а государство до сих пор требует от него что? Чтобы он платил джизью. Он взял его за руки, понес к себе. Дал ему какое-то имущество, еду, одежду, еще что-то. А потом, сейчас самое важное, одежду можно было и там дать. И без этих вопросов можно было решить его вопрос. Но самое главное, халиф, первое лицо государства, он позвал к себе своих подданных и сказал, освободите его от уплаты джизьи. И он сказал, клянусь Аллахом, мы, мусульмане, мусульманская страна, мы поступили с ним несправедливо. Почему? Бугадыль тугаль. Потому что мы съели его молодость, а в старости оставили одного. Вот это, дорогие братья, это золотые слова. Мы съели его молодость, а в старости мы его просто кинули в одиночестве. Все оставили. Пускай сам выживает. И вот поэтому он, несмотря на свой преклонный возраст, несмотря на его заслуги,
Он же платил налоги исправно, когда мог работать. Он вот в таком положении. Это были 7-8 века. Арабский полуостров. Правление Умара ибн аль-Хаттаба. Прошли годы, прошли века, 1500 лет прошло. Сегодня мы живем в 21 веке. Мы придумали самолеты, ракеты. Мы придумали огромное количество средств коммуникации. Да, вот, будучи в одной части планеты, мы можем за секунду набрать, увидеть даже, не просто услышать, наших родных с другой части планеты. То есть наука, медицина, все идет вперед. Электромобили. Но элементарное правило уважения к старшим, да, вот эту проблему пожилых, да, она как была, так и осталась. Что изменилось? С 8 века. Что? Во многих странах сегодня пожилые, они лишены. Они всю жизнь, то есть государство, общество, дети, внуки, родные, всю его жизнь пользуются, съедают его силу, его молодость. Вот он же сказал, мы съели его молодость. Все едят его молодость. Он пока молодой, образованный, он умеет работать, строить, там, придумывать что-то. Все едят, пользуются его молодостью. В один прекрасный день он теряет эти силы. Он теряет эти возможности. Он превращается в седого старика, абига. И все. И все. Общество уже не может его доить. И что списывает его? К сожалению, многих людей, многие общества, Умар ибн Хаттаб здесь поднял глобальнейшую проблему всего мира, всей планеты, всех времен и народов. К сожалению, это во многих обществах так. Пока сыйыр сүтін бере, аны сауалар да, аннан соң суялар. Ну, бізде суймайлар енді, үзілгенін күтелер. Вот, к сожалению, это во многих обществах так. И когда общество возлагает опеку, заботу о пожилых только государству, это тоже несправедливо. Я сейчас не говорю, я не защищаю государство, это огромная машина. Это огромная машина. Но есть общество, есть просто люди, есть просто самые близкие. Самые близкие это кто? Это не государство, это твои дети, которых ты воспитал всю жизнь. Которых ты родил. Это твои дети, это твои внуки. Поэтому самая первая обязанность защиты прав пожилых возлагается на его детей, на его родных, близких родных. И это очень важно. Было вот сегодня, я всегда говорю, лишите наших дедушек, бабушек пенсии 15 тысяч, да? И оставьте их на детей. Многие с голоду умрут. Многие дети еще умудряются пользоваться этой пенсией родителей. И многие, даже мусульмане, они считают себя героями, если они не просят у пожилых родителей помощи, там, денег. Вот я же не прошу у мамы помощи, значит, я хороший сын. А пенсия, когда она появилась? Да, Умар ибн Хаттаб, первый же, да, если я не ошибаюсь, он бадриюн, ветераном Бадра, он назначил пенсии. Ветераном Бадра, то есть ветераном Великой Отечественной войны, вот так получается. Это самый Бадр, первая война была самая такая сложная. Он сделал им пенсию. Но, дорогие братья, пенсия сегодня, к сожалению, во многих странах, особенно в арабских странах отсталых, пенсии нет до сих пор. И родители кто содержит? Дети. Как обязательный налог, который не подлежит никакому обсуждению. Многие сыновья, они некий процент с каждой зарплаты, с каждого дохода, не согласовывая даже с женой, да, никто не может посягнуть на эту часть. Это часть родителей. Это часть родителей. Ни дети не могут
сказать, вот нам надо. Нет, это родительское, это как налог. Поэтому вот эта проблема, понимаете, 1500 лет прошло, общество не может решить эту проблему. Во многих странах она не решена, к сожалению, и в нашей стране. Вот я многим братьям говорю, я говорю, спросите, вот когда-нибудь спрашивали у матерей, какая у них пенсия? Спросите отца, какая у него пенсия? У многих 14-16 тысяч. Может, я ошибаюсь. Недавно я спрашивал, несколько лет назад, 12 тысяч сказали, тогда еще было. И когда 500 рублей добавляют им, они там радуются, у них праздник, они тортики покупают. Да. Поэтому я вот задаю братьям вопрос, спросите, какая пенсия у вашей мамы, и потом спросите себя, ты сможешь прожить со своей любимой Женькой, с 3 детьми, да? Попробуй пожить на 15 тысяч, сколько дней ты проживешь? За первый день зарплаты многие раскидывают уже. Школа, садик, бассейн, так, на это, на то, все. Поэтому, к сожалению, электромобили, ракеты, самолеты, все это есть, но самая главная проблема, да, проблема справедливости. Вот же он говорит, мы поступили с ним несправедливо. Когда он был молодой, сильный, мы съели его молодость, силу. А сейчас оставили его одного. Поэтому дети должны в первую очередь опекать. Да? И может вот эти дети, которые поймут, что родители это главное, пожилые родители это главное, они станут депутатами, какими-то министрами, и они потом будут менять систему в стране, может быть, иншаллах. Поэтому это начинается с семьи, когда ты своему сыну не можешь это объяснить. Как можно объяснить это огромным государством, огромным правителем? Поэтому это, я думаю, очень актуальная проблема, очень большая проблема. И еще один был случай, который связан уже с сыном. Все, и вот расскажу его. Сына, такого самого знаменитого сына Умара, как звали? Который передал много хадисов. Абдулла ибн Умар. Вот. Подходит к нему один человек, его звали Тайлас ибн Мияс. И он говорит, я совершил много грехов. Что мне делать? Я хочу покаяться. И тогда Абдулла ибн Умар спросил у него, задал ему вопрос, ты хочешь избавиться от ада и войти в рай? Наверное, нет такого мусульманина, который не хочет избавиться от ада, это уже не будет мусульманином, так ведь? Все мы хотим избавиться от ада и оказаться в раю. Он сказал, да, конечно. И он сказал, ахайюн валидак, живы ли твои родители? Живы ли твои родители? И он сказал, инди умми, у меня есть мать. У меня есть мать, то есть мать жива. И он сказал, клянусь Аллахом, لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلنا الجنة ما اجتنبت الكبائر. Я клянусь Аллахом, он сказал, то есть у него мать жива. Он сказал, если ты, две вещи он сказал. لو ألنت لها الكلام, если ты будешь говорить с ней нежно, ласково. С родителями нужно всегда говорить ласково. Нежнее, чем с женой. Нежнее, чем с маленькими детьми. Поэтому самое первое, он сказал, если ты будешь говорить ей нежные слова, если ты будешь готовить для нее еду, то есть ты будешь обеспечивать ее едой, и третье, оставишь большие грехи, ты обязательно спасешься от ада и войдешь в рай. Поэтому рай, мусульманин, где? Милость Аллаха, где? Помощь Аллаха, где? Баракат Аллаха, где? В наших пожилых родителях, тетя, дядя, аби, бабай. Вот. Поэтому, дорогие братья, мы должны это решать. И каждый должен начать не со стороны, мы же, как Задорнов, по-моему, любил говорить, мы все умеем управлять страной, но не умеем навести порядок у себя на балконе. Вот поэтому мы любим учить правителей, президентов, умничать на диване,
за экраном телефона, но начни с себя. Вот ты сделай порядок у себя в семье, со своими родителями, пожилыми, бабушками, дедушками. И порядок в обществе начнется с этого. Субханак Аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.